Всем привет, друзья! Хоть и весна во дворе, но мы печку еще топим. Топим, видите, горит печка. Такие еще здоровые поленья у нас. Ну, теплая погода была, а сейчас вот сегодня немножко уже пасмурно. Холодно. Если не топить печку, дома очень будет холодно. О. Классно дрова играются. Огонь трещит в нашей печке. А мы сегодня будем готовить, друзья, картошку с ребрышками. Приготовим сегодня ребрышки. Ребрышки с картошкой, печки. Сейчас пока печка топится, и там вот у нас теплушка такая, не теплушка, а экономка, или как называется, или теплушка, как правильно. Вот снизу топим, а огонь в большую топку выходит. И там вот этот свод согревается тоже. Сейчас пока это рано засунуть. Сейчас пока подготовим все этот материал. Там ребрышки, картошку, все такое. Конечно же, бы лучше обжарить вот на плите, потому что плита-то есть, вот печная плита вот в предпечье. Но мы уже там, ну слегка там, сколько там электричества-то потратим. Зато просто там удобнее. Сейчас пока не будем отвлекаться на эту тему. Вот такая печка у нас, друзья. Многие спрашивают, немножко расскажу, что говорит, почему вот здесь вот красивые кирпичи, вон, смотрите, как красивенько, да? А снизу, говорит, вот это, снизу мы хотели кафелем покрыть. И здесь советский кирпич, вот на топку там использовали старый советский кирпич. Он более надежнее, чем вот этот кирпич. И внутри топка тоже из советского кирпича. И поэтому так получилось потом. А потом кафелем и не покрыли. Так и осталось потом, просто побелили. Немножко, конечно, да, отличается верхняя часть и нижняя часть. Всем привет, дорогие друзья! Мы на кухне сегодня делаем ребрышки в печке. С картошкой добавлю. Наконец-то у нас там печка приближается, ну, почти уже готова. Лишь бы нам уже не опоздать. Что-то мы замешкались. Маша там с утра бегала, дрова, вода, еще что-то там, подметала там крыльцо, еще что-то на веранде убиралась и чуть-чуть замешкались с этой печкой. И вот быстренько она лук режет. Ну, блюдо очень простое. Вот картошечки, тарелочка такая, и ребрышек. Грамм, наверное, сколько тут? 300-400. Ну, где-то так. Где-то так и есть, да. И мяса много на кости, очень много. Лук средний. Если два средненьких, так, ну мелких можно сказать. Если одна хорошая луковица, можно и одну. Кто больше любит, пожалуйста, больше ложите. Там у нас из приправ паприка, перец красный, горчица. Ой, перец. Маша, ты красный перец. А, это паприка и есть, да? Угу. Так, паприка, перец черный, лавровый лист и горчица. И вот это жаровня, или как называется, мы говорим утятница. Так-то. Великоватая для нас, так-то для двоих, но какая есть. Просто в доме поменьше нету этого. А в печку другой чугунок не засунешь потом. Сейчас немного, что мы хотим. Сначала вот эти ребрышки просто обжарим на масле, на растительном, чтобы запечатать. Чтобы сок оставался внутри. Быстро на сильном огне, без соли, без ничего обжарим. Так, вот обжариваем с двух сторон немножечко. Такая уже румяная корочка уже.
Ну вот, друзья, как выглядят. Смотрите, какие. Немножко запечатали, чтобы это сильно черной коркой не было же, а вот. И чтобы жир не вышел. Запечатали, короче. Теперь картошка. Теперь картошка у нас. Все, быстренько Маша спешит сегодня, потому что что-то печку действительно немножко профукали, да. Так. Вот на такие кусочки, картошку пополам еще вот эти кругляшки. Так. Как раз к обеду будет очень прекрасное второе. А это основное блюдо и пойдет так. Посолили, значит. И куркума. Куркума придаст золотистый цвет картошке. У нас картошка белая. И от куркумы она с маслицем, чтобы равномерно это потом все распределилась и куркума, и все приправы остальные. Там соль. Ну, буквально там, если брать в ложечках, чайную ложечку куркумы. Чайную ложечку куркумы. Перец потом сюда тоже, черный перец. И паприку тоже. Паприка вот у нас, как уже говорил, что не очень красная выглядит. Вот. И все это дело, вот это первым слоем пойдет у нас. На такую жаровню первым слоем пойдет. Жаркое такое, по-домашнему, с ребрышками и всеми. Первым слоем, друзья, у нас пойдет картошка. Наша картошка. Потом лучок. Лук, конечно, у нас побольше. А теперь ребрышки прямо вот сюда тоже. Потому что эти же приправы все равно они соединятся. И сейчас вот мы тоже перец, горчица. Соль и все такое еще. Посолить надо и горчицу еще надо. Горчицы примерно вот ложку, ну там вот сколько тут, 40 грамм что ли, да? 40 грамм, скорее всего. Такая упаковка, как раз для разового приготовления.
Сейчас. Буквально лаврушку, там чуть-чуть. И ребрышки сверху. Такие большие кусочки. Все, закрыли крышечкой и теперь так в печку. Одним словом, быстренько мы это все уложили и отправляем в печку. И потом уже это не наши заботы, это забота нашей печки. Пускай готовит для нас обед. Вкусный, замечательный. Вкусный, замечательный обед. Вот так. Ну все, ждем. А тем временем Маша будет заниматься дальше своими делами. Надо в сельсовет съездить, там сколько надо там подать заявление на компенсацию на дрова. Там сколько, 3000 или сколько дадут на год. Вот так. Прошло, друзья, где-то 2 часа, наверное, примерно прошло. Пока там Маша тоже там съездила в Ньюшеру, там делами занималась. Оформила, кстати, говоря, вот этот, что мы хотели оформить на дрова компенсацию. И сейчас вот вытаскиваем нашу картошку. Немножко так надо убрать золу с чугунка. И на стол. Уф. О. Вот такое жаркое, друзья. Там сок снизу есть. Мясо нежненькое, мясо. Вот такая красота. Сейчас будем обедать. Картошечка, лучок. Все горячее. Видите, наверное, пар идет такой мощный. Угу. Приступаем к обеду нашему. Сейчас Маша скажет, оценку поставит. Попробуем. Я уже вижу, как нож разрезал мясо, оно действительно очень мягкое, тает, наверное. Угу. Мягенько. Угу. И картошка. Ну, естественно, картошка уже. Своя картошка тем более. Вкусненько, да? Я тоже так думаю, что вкусненько. У меня полный рот слюней, друзья. Полный рот. И я тоже буду сейчас приступлю к этому замечательному обеду.
жаркое. Картофель натискать, да. Ну, потому что сверху ребрышки и весь жир и сок. Картошка в самом низу, она питает. Она сочная картошка получается таким, когда внизу кладешь. Чувствует небо, да? Вкусненько, Очень да? вкусно. Мягкое все. Картошка вообще прелесть. Печка, как говорится, сделала свое дело. Я сказал, что печку засунули, теперь эта проблема у печки не у нас. Мы только будем вытаскивать ее. И все. Мясо очень легко отделяется от кости, прямо вот мягенькое такое. Ребрышки. Прямо- Я люблю ребрышки. Прямо чувствую. Мясо на кости. Маша так приятно кушает, я тоже хочу. Маша, печка все хорошо приготовилась. Естественно. И очень все вкусно. Аппетитно и очень вкусно. Печка волшебница. Сейчас Сережа будет пробовать. Что он скажет. Ну, друзья, и я тоже попробую на камеру. Просто Маша взяла штурвал, и оттуда снимать вообще. Вон, у Маши еще не покушала. Но я тоже хочу попробовать именно на камеру и оценить. Все вкусненько. Маша не обманула. Мясо очень нежное, сочное. Картошка так вообще тает во рту. Но мясо тоже. Действительно, что не готовишь в печке, всегда вкусно получается. Вообще. Вот такой замечательный обед. Маша говорит, суп будешь кушать? У нас сегодня там куриный, просто куриный суп. Я говорю, если я куриный суп покушаю, потом это второе не полезет. Поэтому сразу обедаем вторым. Я обычно всегда так и делаю. Или первое, или второе. Не работающий человек, что потом? Кто физически работает, конечно, этого мало. Друзья, так вкусно. Я не могу остановиться даже это, как говорится, неприлично на камеру так жевать и разговаривать. Но я не могу остановиться и кушать, не могу остановиться и с вами разговаривать. Нет, тоже не могу остановиться. Просто, если, как там, шикардос, вот так. Давайте я, друзья, все-таки прервусь, потому что, ну, уж совсем некультурно получается. Полный рот это самое еды, я с вами разговариваю, ем. Вот. Ну что могу сказать про это блюдо? Про простое деревенское блюдо. Очень вкусное. Мясо на кости, в частности ребрышки. Вот таком, сказать, горчица, она дает такую пикантность. Ни капельки не острое получается, а как раз такая легкая пикантность. Вот такой. Ставлю лайк. Маше ставлю 1 000 000 нравишек. И, естественно, поцелуйчик в щечку. Вот. Большое-большое спасибо, Машенька. Машенька сейчас снимает меня. Вот так. Ну, а вам посоветую, у кого печка есть, конечно же, так готовьте. И у кого духовка, тоже духовка, тоже это все сделает прекрасно. Думаю, за 1,5-2 часа на 180 градусов тоже все испечется и будет просто супер. Вот так. Ну что, заканчиваем это видео и говорю до свидания. До новых рассветов, и пускай они будут у вас всегда добрые. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.